Уважаемые представители средств массовой информации, дорогие друзья, завершилась работа второй международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 18-28 годы, организованная правительством Республики Таджикистан и Организацией Объединенных Наций при содействии ряда партнеров. Важность Душанбенской конференции подтверждена на глобальном уровне посредством принятия резолюции Генассамблеи ООН 75-213, подчеркивающей, что конференция является ключевым этапом подготовки конференции ООН к среднесрочному всеобъемлющему обзору выполнения задач международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 18-28 год. Среднесрочная обзорная конференция состоится 22-24 марта 2023 года в Нью-Йорке, сопредседателями которой будут правительство Таджикистана и Королевство Нидерландов. К тому же вторая конференция обеспечила связь с другими совещаниями по вопросам воды, среди них Боннский водный диалог, Азиатско-Тихоокеанский саммит по водным ресурсам Мамото и 9-й Всемирный водный форум в Сенегале, в целях консолидации информации для подготовительного процесса и помянутой среднесрочной обзорной конференции ООН. Основными задачами завершившейся второй конференции явилось обсуждение путей и механизмов осуществления целей и задач новой международной водной декады для содействия достижению целей устойчивого развития, связанных с водой, а также обсуждение дальнейших шагов реализации плана действий десятилетия на глобальном, региональном и национальном уровне. В работе конференции приняли участие официальные делегации 75 стран и более 100 международных и региональных организаций, включая агентства ООН, финансовых институтов, бассейновых организаций. Общее количество представленных организаций, включая академических учреждений, национальных и неправительственных организаций, превысило 600. В целом около 2500 высокопоставленных лиц и политиков, ученых и экспертов из различных регионов мира, представляющих правительства, различные институты ООН, международные и региональные организации, финансовые институты, академические учреждения, гражданское сообщество и частный сектор в течение 3 дней обсуждали самые насущные в сегодняшнем быстро изменяющем мире водные проблемы. Примечательно, что дополнительно к очному формату еще около 500 участников присоединились к конференции в формате онлайн. В рамках конференции были организованы 12 панелей, ориентированных на конкретные действия, связанные с водой. Результаты панелей представлены в заключительной сессии и отражены в итоговом документе конференции Душанбенской декларации. Необходимо отметить, что программа конференции была разработана Международным консультативным комитетом Душанбенского процесса, созданным из числа политиков, ученых и экспертов, представляющих разные страны и регионы мира, различные заинтересованные стороны и группы. Как вы знаете, темы конференции охватили широкий круг вопросов, включая 6-й цели устойчивого развития, других целей, связанных с водой, подходов и механизмов осуществления новой водной декады, средств имплементации десятилетия и достижения целей устойчивого развития. В целях большого увлечения различных заинтересованных сторон и групп, а также принятия во внимание их предложений и рекомендаций для успешной реализации международной водной декады, наряду с панелями на полях второй конференции были проведены 5 форумов, итоги которых были представлены в рамках пленарного заседания и инкорпорированы в тематические панели. В дни проведения второй конференции также была организована международная выставка на тему «Вода для устойчивого развития». Также в рамках конференции состоялся международный марафон под лозунгом «Вода для устойчивого развития» как часть глобального водного марафона «Run Blue», который стартовал 22 марта текущего года, Международный день водных ресурсов в Австралии. Run Blue включает 200 марафонов по всему миру с вовлечением более 200 миллионов человек
и заканчивается 22 марта 2023 года в преддверии водной конференции ООН в Нью-Йорке. Цель марафона – это привлечение внимания мирового сообщества к возросшей водной проблематике, мотивация и призыв к действию, мобилизация усилий для достижения реальных изменений на местах, а также пропаганда водной декады и конференции ООН по водным ресурсам в 2023 году. Одним из запоминающихся событий второй конференции явился Душанбенский водный фестиваль, который проходил 6 июня этого года в столичном парке культуры и отдыха на Лугу. Это был настоящий праздник чествования воды как основы жизни, благополучия, процветания и устойчивого развития. Фестиваль был организован правительством Республики Таджикистан с целью повышения осведомленности общественности о ценности воды как жизненно важного ресурса, бережного отношения к ней и ее сохранения для будущих поколений. Прошедшая в рамках конференции выставка «Виртуальная реальность» на тему «Опыт Таджикистана в области водных ресурсов» ознакомила участников с водными ресурсами Таджикистана и глобальными инициативами страны, связанные с водой. Предложенные завтра экскурсии ознакомят гостей Таджикистана с политикой и практикой страны в области водных ресурсов, а также туристическим потенциалом страны, с богатой природой, историей и культурой таджикского народа. Отрадно отметить, что уважаемыми представителями средств массовой информации широко была освещена работа конференции, благодаря чему широкая аудитория смогла как в Таджикистане, так и за ее пределами узнать об этом важном международном мероприятии. Итогом работы конференции стало принятие участниками Душанбенской декларации, отражающей ключевые моменты состоявшихся дискуссий и ряд важных заключений и рекомендаций. Выражаем уверенность в том, что рекомендации, принятые по итогам второй конференции, будут содействовать реализации целей и задач международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития 18-28 годы», а также внесут достойный вклад в подготовку и проведение конференции ООН по водным ресурсам в 2023 году. В конце хотел бы поблагодарить всех участников за активное участие и наших партнеров за поддержку, а также Национальный организационный комитет, Международный консультативный комитет, руководящий комитет группы друзей по воде и секретаря за проделанную работу во имя успешного проведения завершившейся конференции. Благодарю за внимание. Thank you, dear colleagues and friends for press. I'm so honored to join. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Для меня большая честь принимать участие в этой пресс-конференции совместно с премьер-министром Республики Таджикистан в рамках второй международной конференции высокого уровня. Во-первых, я бы хотел выразить свое согласие по поводу того, что сейчас было отмечено господином премьер-министром. Во-вторых, я хотел бы выразить большую благодарность его превосходительству президенту Республики Таджикистан господину Эмомали Рахмону за проведение этой международной конференции и мероприятия, которые организованы за последние десятилетия. Были поддержаны все действия в рамках резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в которой были определены десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» на период с 18 по 28 годы. Во-вторых, пользуясь этой возможностью, я хотел бы выразить свою благодарность господину премьер-министру Республики Таджикистан
и народу Республики Таджикистан, и всем сотрудникам, которые помогали в проведении этой конференции, за успешное проведение этой конференции. И конференция прошла очень успешно, и этот успех мы относим именно к вкладу всего таджикского народа. Поэтому от имени всех участников я бы хотел выразить свою высокую благодарность правительству Республики Таджикистан и народу Республики Таджикистан. Уважаемые коллеги, это вторая лунная конференция Душанбе. 4 года назад в этом зале мы начали проведение первой конференции высокого уровня по вопросам действий. И в рамках этих действий мы начали международное десятилетие действий, потому что это положило начало, и у нас нет другого механизма, и мы выражаем признательность за инициативу, которая была высказана со стороны Таджикистана. И в рамках этой конференции мы обменялись идеями, то, как мы будем реализовывать действия в рамках этого десятилетия. И мы достигли этих показателей, и мы решили 2 года спустя, мы планируем собраться обратно в Душанбе. Изначально планировалось проводить вторую международную конференцию высокого уровня в 2020 году, но, к сожалению, ограничения, вызванные пандемией COVID-19, создали барьеры в проведении этой конференции, и поэтому она была перенесена на 2022 год. И здесь принимало участие 2000 человек. Многие из них принимали участие в режиме онлайн, но это не умаляет важности этой конференции. И данная конференция является значимой и существенной, потому что она проходит накануне подготовки к очередной международной конференции, которая будет проводиться в марте 2023 года в городе Нью-Йорке, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Мы начали подготовку к этой вводной конференции, и ряд международных региональных мероприятий уже было проведено в Сенегале и в Японии. Но это мероприятие было более таким всеобъемлющим, инклюзивным и представлено участниками со многих стран мира. И мы провели ее при участии международного сообщества. И водное сообщество, оно включает в себя всех заинтересованных сторон. Гражданское общество, научные круги. И я также очень рад, что молодежь проявляет активное участие и была вовлечена в эту работу. И это представляет собой хороший опыт и уроки для нас в целях подготовки предстоящей конференции в 2023 году. Принятие Душанбейской декларации является важным аспектом и демонстрирует волю, приверженность участников. И это является посылом, сигналом для международного сообщества, поскольку мы привержены этому процессу и готовимся к проведению конференции в 2023 году. И мы проводили достаточно обстоятельные дискуссии на протяжении этих 3 дней в Душанбе в рамках пленарных заседаний, диалогов, панельных дискуссий, параллельных мероприятий. И я считаю, что эти дискуссии были очень значимыми, весомыми. Я выражаю признательность всем участникам, и я с нетерпением ожидаю вашего участия в ближайший год в рамках подготовки к процессу проведения конференции под эгидой ООН в 2023 году. И мы хотим, чтобы эта конференция в действительности стала глобальной конференцией,
И я считаю, другие организации, другие заинтересованные стороны будут там обязательно принимать участие. Мы согласовали все обсужденные документы, и все это будет в конечном счете закреплено в рамках данной конференции. Данная Душанбенская конференция, она являлась посылом, сигналом для всего мира, для всего народа, лидером мировых лидеров, для того, чтобы усовершенствовать наше сотрудничество в водной сфере, потому что вода играет критически важную роль для жизни, именно с учетом тех вызовов, связанных с пандемией, и то, что касается изменения климата. Мы планируем разработать комплексное видение на будущее, с тем, чтобы мы затем смогли провести среднесрочный обзор достижений и далее продвигаться в деле достижения поставленных целей. Но в рамках предстоящей конференции в 2023 году мы сможем рассмотреть то, что было достигнуто на сегодняшний день, то есть увидеть реальную картину по всем странам. И что нужно сделать для того, чтобы усовершенствовать наше сотрудничество в будущем. Еще раз выражаю свою признательность господину премьер-министру за проведение такой успешной конференции. Я был сопредседателем от имени ООН. И мы также ощущали поддержку нашего генсекретаря господина Гутерреша. И выражаю особую благодарность господину Мухаммаду, поскольку была оказана очень хорошая поддержка со стороны ООН. И еще раз выражаю свою признательность правительству Республики Таджикистан и народу Республики Таджикистан. От имени Организации Объединенных Наций мы стоим рядом с вами, плечом к плечу. Выражаем вам благодарность за вашу руководящую роль и за проведение такой конференции высокого уровня. Поэтому с нетерпением ожидаем успешного проведения конференции в 2023 году во имя лучшего будущего, во имя международного сотрудничества. Большое спасибо.